Так, все. Всем здравствуйте. Сегодня мы будем решать ЦТ 2020 года, вариант первый. Для этого нужно будут разные животные и узнать, к каким оно царству относится. Для этого, чтобы узнать, к какому царству он относится, нам нужно немного теоретического материала. Для этого нам можно вот запомнить вот такую картинку. Сколько еще царств есть? Столько вот, сколько палец на руке. Вот раз, два, три, четыре, пять. То есть пять царств у нас есть всего лишь. Почему один палец отдельно? Потому что этот один палец это является царство бактерий, у которого нет ядра. У всех остальных это прокариоты, грибы, растения, животные есть ядро. Даже можно записать сейчас, что вот у бактерий бактерий нету ядра. А. Затем и у четырех царств есть ядра. Это протисты, грибы, растения, животные. Можно записать. И поэтому пальцы все вместе. Вот практически вот. Сейчас запишем протисты, грибы, растения. Ядро. Так, следующее, сейчас будем мы решать. Будем решать задание. Вариант первый. Привет, Стасик. Вот вариант первый у нас это организм, изображенный на гербе Сморгоне, то есть медведь, относится к царству. Первое это здесь вариант, что хищные. Теперь давайте вспомним ту картинку вот с рукой. Что здесь? Вот здесь бактерии, протисты, грибы, растения, животные. То есть царства хищных просто нет. Значит, первый вариант нам не подходит. Также медведь, если что, это животное по типу питания делится на три. Это травоядное, хищники и всеядные. Медведь относится к всеядным, потому что он не только может съесть там косулю, например, замочить, но может еще медом и малинкой. Следующее хордовое. Сейчас смотрим. Здесь вот бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Тоже, значит, царства хордовых нет. Хордовое называется потому, что у них есть хорда, которая постепенно будет переходить у позвоночник. Например, хорда характерна для ланцетника, позвоночный, например, хорда проходящих позвоночных, например, уже там у ящерки. Следующий, третий вариант. У нас это животное. Сейчас смотрим на эту руку. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Животное попалось. Получается, у нас есть царство животных. Значит, верный ответ будет 3. Верный ответ. Третий. Следующее. Что еще можно... Кто такие вот эукариоты? Прокариоты это те, у кого нет ядра. То есть можно записать сейчас в скобках. А эукариоты те, у кого есть ядро. То есть те, у кого есть ядро. Вот здесь плюсиками показано, у кого есть ядро, то есть у всех этих четырех царств, это протисты, грибы, растения и животные, у них всех есть ядро. Про пятый вариант, почему млекопитающий так называется? Потому что
Млекопитающее от слова «млечный путь». То есть Milky есть конфета такая Milky Way, которая переводится с английского на русский. Milky Way переводится с английского на русский «молочный путь». И поэтому млекопитающие называются те животные, которые питают своих детенышей молоком. Так, всем привет, кто заходит на стрим. Следующий, второй. Организм, изображенный на гербе городского поселка Росоны, то есть лось у них изображен, относится к царству. К царству, то есть 5 вариантов: хордовое, животное, эукаротное, парнокопытное и млекопитающее. Как ответить на этот вопрос? Снова вспоминаем этот же рисунок. То есть вот, и хордово смотрим: бактерия, протисты, грибы, растения, животные. А у нас, получается, нету. Ничего не подходит? Хордово это еще будет, если что, ты, а нам нужно найти царство. Ты. Значит, первый вариант не подходит. Следующее, второе, животное. Смотрим на руку: бактерия, протисты, грибы, растения, животное. О, подошло. Значит, второй вариант будет верный. Значит, верный ответ. Верный ответ. Второй. Так, привет, Либерти. Так, сейчас придем к третьему. Не, я покуда молодой специалист, и мой этот стрим можно использовать как для подготовки к экзамену, например, варианту А17. Привет, Торвальд. Следующий вариант, третий. Организм, изображенный на гербе Гродно, то здесь косуля, относится к царству. И вот здесь, вспоминая, как ответить на этот вопрос, вспоминаем эту картинку. Бактерия, протисты, грибы, растения, животные. Вот бактерия, протисты, грибы, растения, животные. Животное подходит, все, значит, первый вариант будет верный. В эти 5 пальцев, это 5 царств, то есть первое царство бактерий, второе царство протисты, третье царство грибы, четвертое царство растений, пятое царство животное. То есть верный ответ, здесь будет верный ответ, где первый. Так. Эукариоты. Кто такие эукариоты? Те, у кого есть ядро, можно записать. Те, у кого есть ядро. Те, у кого есть ядро, это у нас бактерия, протисты, грибы, растения, протисты, грибы, растения, животные, вот, плюс ядро, значит, у всех у них есть ядро. А бактерии это будет прокариоты, потому что у них нет ядра. Млекопитающие они названы, потому что своих детенышей кормят молоком. Например, кот. Следующий, волк. У нас организм, это на поселке Логишина. Он относится к царству. Первое, какой вариант, как найти? Для этого вспоминаем этот же рисунок. То есть вот бактерии, протисты, грибы, растения, животные. 5 пальцев, это 5 царств у нас. Первое царство это у нас бактерии, второе, третье, четвертое, пятое это протисты, грибы, растения, животные. Хищных здесь нету на пальце. Получается, первый это будет неверный вариант. Хищники, они обычно питаются другими животными. Следующее, эукариоты. Эукариоты это те, у кого есть ядро, то есть протисты, грибы, растения, животные. Нам по заданию просят вот относиться к царству, то есть нам нужно найти царство. Следующий, третий вариант, млекопитающие. Смотрим на руку, есть ли здесь млекопитающие. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные? Нету. Получается, млекопитающие не подходит. Млекопитающие это те, которые кормят своих детенышей молоком. Четвертое, хордовые. Это те живелы, у которых установлена хорда. И хордовые, она относится к типу. То есть тип хордовые.
тип хордове. Но нам вот царство, нам, ну, чтобы царство совпадало, нужно. Следующее смотрим на 5 вариант, животное. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. То есть 5, вот 5 царств, и вот животные совпали. Значит, верный ответ будет 5. Верный ответ 5. Так, переходим к следующему. Привет, Асад 512. К варианту 5. Организм, изображенный на гербе Хорда-Мозера, то есть на гербе Хорда-Мозера у нас орел. Здесь орел, он является хищной птицей. А кто является хищной птицей с биологии? Те, кто охотится в полете именно. Спасибо за лайки. Относится к царству. Как нам найти, что за царство? Для этого мы вспоминаем этот же вот рисунок. 5 пальцев, 5 царств у нас. То есть первое царство бактерии, второе царство протисты, третье царство грибы, четвертое царство растений, пятое царство животных. Теперь ищем. Птицы. Птиц здесь нет. Значит, птицы относятся к классу. Класс. Видите? Птицы. А нам просят найти царство, именно царство. Значит, первый вариант будет неверный. Следующее, хордовое. Смотрим на эти пальцы. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. То тоже нет, значит, но нам хордовое не подходит. Значит, тип хордового будет неверный ответ. Потому что мы ищем именно царство. Теперь смотрим третье, животное. Смотрим на 5 пальцев, это 5 царств. Бактерии, протисты, грибы, растения, животное. Вот, животные совпали, значит, верный ответ будет третий. Верный ответ. Так, третий. Давайте еще разберем четвертый. Кто такие эукариоты? Эукариоты — это те организмы, у которых есть ядро. Вот здесь плюс ядро, оно показано, у кого есть ядро. То есть протисты, грибы, растения, животные. А один палец, который отдельно, это бактерии, у которых нету ядра. Следующий вариант, 6. Организм, изображенный на гербе городского поселка Большая Берестовица, относится к царству. И вот про белку. Какие интересные факты есть про белку? То, что белка, она помогает распространять, по сути, орешки. Как она? Когда наступает осень, белка начинает брать эти орешки, и затем на зиму начинает закапывать их в землю. Но поскольку у белки девичья память, те орешки остаются в земле, и затем новые вырастают. Следующее. Относится к царству. То есть нам нужно найти царство. Грызун, чтобы для этого вспоминаем картинку, чтобы найти царство. Вот грызуны, смотрим, есть ли на этих пальцах грызуны бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Нет, значит грызуны не подходят. Грызуны это является отрад у нас, отрад. И к ним относятся, например, белка, бобер. Следующее, второе, эукариоты. Смотрим, есть ли здесь эукариоты бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Значит, эукариоты, они не относятся к царству. Получается, эукариоты это те организмы, у которых есть ядро. То есть в эти 4: протисты, грибы, растения, животные. А эукариоты, они выше над царством. То есть они, правильно, они относятся к царству. Царство. Следующее, третье, животное. Смотрим, есть ли на пальцах животное. Бактерии, протисты, грибы, растения, животного. Животные совпали, значит верный ответ будет третий. Верный. Ответ третий.
Затем, что можно рассказать про пятое? Млекопитающие — это те живёлы, которые питаются, кормят своих детенышей молоком. Так, вариант седьмой. Организм, изображенный на гербе городского поселка Радун, относится к царству. Для этого мы вспоминаем сейчас в эту руку и смотрим первое животное. Смотрим на 5 пальцев, на 5 царств. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. О, здесь сразу совпал у нас. То есть первый вариант у нас будет верный. Вариант. Верный ответ. Первый. Затем второе. Эукариоты у нас. Смотрим на руки, есть ли эукариоты. А бактерии, протисты, грибы, растения, животные нет, потому что они относятся к надцарству. Кто такие эукариоты? Эукариоты — это те организмы, у которых есть ядро. То есть вот плюсиками здесь у меня обозначено тех, у кого есть ядро: протисты, грибы, растения, животных. То есть у большинства. Единственное, кто относится к прокариотам, это бактерии, поэтому палец отдельно. Следующее. Членистоногие. Нам просто найти царство, а членистоногие это является типом. Тип. Следующий вариант, 8. Вот жираф. Организм, изображенный на гербе города Гринцевичи, относится к царству. Нам нужно найти здесь царство. Выделяем царство, слово. И вот здесь у нас 5 царств: бактерии, протисты, грибы, растения, животные. То есть уже нам это не подходит, потому что нету птиц. Потому что птицы — это не царство, а класс. То есть класс птицы. Чем они будут отличаться от животных? Тем, что у птицы, первых, то, что они кормят своих детей молоком, а откладывают яйца. Это первое, что их отличает от млекопитающих. Следующее, хордовое. Смотрим: бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Нету хордового, значит хордовое — это у нас не царство, а является обычный тип. То есть тип. Следующее, животное. Смотрим 5 пальцев: бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Получается, вот животное, 5 царство, значит у нас животное относится к царству, и значит верный ответ будет 3. Царство. Верный ответ 3. Следующее, 4. Эукариоты. Кто такие эукариоты? Эукариоты — организмы, у которых есть ядро. То есть вот я здесь обозначил плюсиками тех, у кого есть ядро. Это протисты, грибы, растения, животные. В эти 4 царства они относятся к эукариотам. Эукариот, к эукариоту относятся на вышестоящее царство, то есть они надцарство. Надцарство. Так. По-моему, там еще 2 варианта осталось прорешать. Вариант 9. Организм, изображенный на гербе города Гомеля, относится к царству. Кошачий. Как вот царство? Нам нужно найти именно царство. Для этого вспоминаем в этот вот рисуночек. На этом рисуночке рука с 5 царствами. То есть бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Почему здесь палец первый отдельно? Потому что у бактерий нет ядра. Следующее, первое, смотрим: кошачье. Здесь есть бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Нету. Значит, кошачьи, они не относятся к царству. Они у нас относятся к семейству. Семейство. Самое быстрое семейство кошачьих это у нас является гепард. Он может разгоняться за 3 секунды. За 3 секунды он может разгоняться до 120 км в час.
но он спринтер, то есть гепард, он на вельми короткое время, он не может там 5 минут, 10 минут бежать, он на минуту пробежал до 110 км в час, и все, и он больше не сможет. То есть гепард, он самый быстрый живёл, но на короткие расстояния. Следующее, животное смотрим. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. О, животные совпали, значит, второе, это у нас царство животных относится. Значит, ответ. Царство животные. Следующее. Кто такие эукариоты? Эукариоты – это организмы, у которых есть ядро. То есть у которых организмы есть ядро. Это у протистов, у грибов, растений, животных. В этих вот 4 царства есть у нас ядро. Тех, у кого нет ядра, это прокариоты у нас относится. Следующее, пятое, млекопитающие. Почему так некоторые названы животные? Потому что они кормят своих живёл молоком. Так, и последний вариант 10 у нас. Лебедь. Организм, изображенный на гербе города Миоры, относится к царству лебедь. Что из интересный факт из лебеди какой? То, что почему называется смерть лебединая, потому что они реально могут устраивать пары, то есть самец и самка на 25 годов могут жить до самой смерти вместе. Дальше. Нам просят здесь найти царство, то есть выделяем царство. Теперь, которое есть царство. Для этого мы сейчас вспомним рисунок. Вот. И вот здесь 5 пальцев. 5 пальцев это 5 царств у нас. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Птицы у нас относятся к классу. То есть класс. То есть на этих пальцах, на 5 пальцах нет у нас птиц. Значит, они не будут относиться у нас к царству. Что характерно для птиц, то, что они откладывают яйца и не кормят своих детенышей молоком. Следующее, второе, хордовая. Смотрим, есть ли на этих пальцах хордовая. Бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Нету. Значит, хордовая не относится к царству, потому что хордовая это будет являться тип хордовая. Следующее, третье, животное. Смотрим, бактерии, протисты, грибы, растения, животные. Вот совпало. Значит, оно относится у нас к царству животных. Получается верный ответ. Третье животное. Дальше эукариоты. Кто такие эукариоты? Эукариоты это организмы, у которых есть ядро. Здесь вот пальцы, где плюс ядро, это получается эукариоты у нас. Протисты, грибы, растения, животные. Организмы, у которых нет ядра, называются прокариоты. Организмы, у которых нет ядра. Некоторые у нас кто относится к прокариотам? У нас единственный вот отдельный палец это бактерии. И бактерии у нас относятся к прокариотам. Ну, и это последний вариант был. 10 вариантов мы прорешали с ЦТ 2020 года. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, еще пишите, на какие варианты с ЦТ там, или на какие варианты с любого ЦТ, там химия, биология, язык, математика, прорешать задания, объяснить. Также вы можете какие задания, например, пообъяснять там по химии, по биологии, по другим предметам тоже можете. Даже со школьных учебников просто задания разобрать. Вот можете спросить, я вот не понимаю, как решить ее. Такое тоже можете писать. Все, всем спасибо за просмотр. І всім спасибо за батабахи. Всім до побачення.